Врачи отмечают, пока статистика заболеваемости гриппом и ОРВИ в Коми вполне оптимистичная. За прошлую неделю в поликлинике по республике обратилось более 7 тысяч человек. Впрочем, цифра для этого времени года отнюдь небольшая. Да и возбудители болезни, по данным вирусологической лаборатории, пока вовсе не гриппозные. В основном диагноз врачей один – ОРВИ. Заболевание, конечно, как и грипп, вирусное, однако переносится гораздо легче. Перепутать грипп от ОРВИ просто невозможно. Те, которые переболели гриппом, они это запоминают на всю оставшуюся жизнь. Потому что грипп сопровождается острым началом. То есть люди буквально они поминутно, по часам могут сказать, когда они вдруг заболели. И сразу же очень высоким подъемом температур. То есть очень высокая температура. Это 39-40. А потому, отмечают в министерстве, поставить неверный диагноз врачи просто не могут. С ноября гриппом в Коми переболело пока всего 8 человек. Эпидемиологический порог не превышен, а даже наоборот занижен более чем на 20%. Столь положительная статистика – следствие вакцинации населения. Началась она еще в августе и продолжается до сих пор. Впрочем, несмотря на то, что с каждым годом желающих сделать прививку становится все больше, тем не менее среди населения до сих пор бытует мнение о том, что вакцинация не действует. И лучше старых народных средств нет ничего. Чеснок, лук. Народные средства. Я лук много ем, чеснок, вот такой все. Острый. Горячий чай с медом пить, с лимоном, допустим. Там какие-то лекарства принимать от гриппа. И этим лекарством зачастую становятся либо иммуномодуляторы, либо антибиотики. И это при том, что последние абсолютно бесполезны в борьбе с гриппом. Ведь его природа вирусная, а их действие направлено против бактерий. И это не говоря о том, что неконтролируемый прием антибиотиков грозит не только нарушением пищеварения. Появляется и так называемая резистентность, или, проще говоря, устойчивость возбудителей инфекционных заболеваний к препаратам. А потому любые лекарства, даже самые безобидные, на первый взгляд, иммуномодуляторы, можно принимать только по назначению врача. В этом случае мы просто вносим, нарушаем, наверное, тот баланс, который в иммунной системе, вот этими стимуляциями непонятно какими. И за счет этого, не дай бог, можно сформировать и аллергические заболевания, то и иммунные заболевания, в том числе и онкология. Самое серьезное осложнение – пневмония. Лечить ее долго и тяжело. Без уколов и госпитализации редко обходится. А вот статус коварная болезнь получила за свою внезапность. Воспаление легких развивается стремительно. Более того, протекать оно может, как говорят врачи, в полной тишине. Без кашля, боли в груди и одышки. При этом уже идет поражение сосудов легких. И в конечном итоге без правильного лечения это может привести к остановке дыхания. Иногда больного пневмонии даже не успевают довести до больницы. Обязательно привить детей, особенно детей до 3 лет, детей, которые имеют хронические заболевания, взрослых тоже, которые имеют хронические заболевания, и пожилых людей. Вот те контингенты, которые очень тяжело переносят грипп. Помните сезон 2009, 2010, 2011, когда у нас были в республике случаи летальности беременных. Что важно, инфекции со временем мутируют. И если раньше лечение одних заболеваний проходило гораздо проще, то сегодня картина может быть совсем иной. И этот фактор учитывается при создании все новых и новых вакцин. Сегодня не стоит опасаться иммунизации даже часто болеющим детям и аллергетикам. Наоборот, в их случае дополнительная защита особо нужна. В первые сутки у гриппа отсутствуют так называемые катаральные признаки. Нет ни кашля, ни насморка. Только на 2-й или 3-й день могут появиться сухие отхаркивания и заложенность носа. Так что обезопасить себя лучше заранее. Тем более, что в этом году в дело вступила новая 4-валентная вакцина. В ней сразу 4 штамма вируса – 2 группы А и 2 группы Б. Благодаря этому организм борется с несколькими вирусными заболеваниями сразу. Переход от привычной 3-валентной инъекции не случайен. Медики утверждают, за последние несколько лет число возбудителей гриппа выросло. Тем ужаснее, что новое поколение уже успело адаптироваться к привычным вакцинам. Вирусы гриппа, есть разные группы этих вирусов. Вирусы гриппа А, Б, но и они делятся между собой. Так вот, в состав 4-валентной вакцины, в отличие от обычных, которых мы применяли на протяжении многих лет, входят 2 вида вируса гриппа Б. Это
Там, на сегодняшний день там Ямагата и Канзас – это два разных вируса, которые могут, или викторианская линия еще называется, которые могут вызывать просто заболевания, и иммунитет против одного из видов вируса гриппа Б не помогает против другого вируса гриппа. Состав новой прививки исключает и самую распространенную причину отказа от вакцинации – боязнь сразу же заболеть. В новой инъекции используются лишь оболочки вируса, которых недостаточно для развития реального заболевания. Кстати, вакцинации не боится даже президент. Прививку он делает регулярно. Гриппом заболел, самострел. Ну а как? Можно предотвратить? Не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом. В Коми о здоровье задумались уже более 300 тысяч человек. На сегодня план по вакцинации выполнен практически полностью. Всего привита почти половина населения, но далеко не все беременные и пожилые люди. И зря, уверяют врачи, ведь для них используют особые прививки, как и для детей, без консерванта. Ксения Лосева, телеканал Юрган.